В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Государство намерено предложить дополнительные льготы бизнесменам за инвестиции, но при условии, что размер вложений будет не меньше 1 миллиарда рублей. Это новый законопроект Минфина России, который содержит государственные гарантии инвесторам. В частности, предпринимателям предоставят 5-летнюю гарантию неизменности цен на тарифицируемую продукцию, заморозку ставок налогов и сборов на 6 лет, а также защиту от административных проверок. Но последнее возможно лишь при условии, что ограничение проверок не скажется на безопасности и здоровье людей, а также на трудовых правах работников. Льготы будут предоставлены в сфере сельского хозяйства, обработки и сжижения газа, производства электроэнергии, сбора и переработки мусора, а также туризма и информационных технологий. На развитие малой авиации до 2025 года потребуется 10 миллиардов 360 миллионов рублей, а дополнительные бюджетные доходы от ее использования должны составить на это время свыше 12 миллиардов рублей. Такие данные фигурируют в проекте профильной подпрограммы, которую предлагается включить в государственную программу развития транспортной системы России. Документ призван легализовать работу частных пилотов и владельцев воздушных судов, чья деятельность частично или полностью не урегулирована. Реализация программы, как считают ее авторы, позволит к 2025 году увеличить совокупную выручку малой авиации в 2,5 раза, и она составит 44,5 миллиарда рублей. Количество воздушных судов увеличится с 3 до 8 тысяч, а количество работников с 10 до 21 тысячи. Продолжая тему. Парк авиакомпании «Якутия» увеличился. Воздушное судно Boeing 737-700 уже приступило к выполнению полетов. Помимо центральных рейсов будут выполняться полеты по Дальнему Востоку в Хабаровск, Владивосток, Магадан, Анадырь, Читу, а также в Улан-Удэ. Новое воздушное судно вмещает до 148 пассажиров. В планах авиакомпании ввести в авиапарк еще несколько самолетов Boeing 737-700. Ну а нам обещают, что путешествовать самолетом не станет дороже. Минтранс России надеется удержать стоимость авиабилетов в 2019 году на текущем уровне. Очень надеемся, что удастся удержать цены, хотя это будет очень непросто с учетом того, что стоимость горючего не снижается. И пока компенсацию на повышение стоимости авиакеросина авиакомпании не получили. По ряду авиакомпаний есть трудности, связанные с обслуживанием долговых обязательств, поэтому нам важно это держать под контролем, сказал министр транспорта России Евгений Дитрих на вопрос о росте стоимости авиабилетов в 2019 году. В центральной части Якутии ощущается избыток природного газа, который не востребован потенциальными инвесторами. В компании «Сахатранснефтегаз» считают, что с помощью газоперерабатывающих производств удалось бы не только обеспечить надежность поставок газа до потребителей, но и удешевить тариф на транспортировку. Мы говорим, что необходима переработка газа, и с этой точки зрения можно снизить цену для населения. Это не считая дополнительных рабочих мест, налоговых отчислений и так далее, заявил генеральный директор Сахатранснефтегаза Иван Макаров. В текущем году, невзирая на финансовые сложности, предприятие планирует построить отводы от основной магистрали в Кобяйский район и Вилюйск, а также разработать проект укладки резервной трубы в Покровск. Границы территории опережающего развития индустриальный парк Кангалассы планируется расширить на акционерное общество «Жатайская судоверфь», реализующее проект модернизации речного флота Ленского речного пароходства. Об этом сообщил заместитель министра экономики республики Василий Десяткин. Также отмечается, что эта мера позволит снизить налоговую нагрузку на проект строительства судоверфи и ускорить его реализацию. Ранее сообщалось, что Якутия получит на строительство верфи 4 миллиарда 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Проект, который рассчитан на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот Ленского бассейна, обеспечивающий завоз грузов в арктические районы республики. По данным компании, средний возраст ее судов на сегодня составляет 35 лет. Кибердружины идут в бой. В этом году Министерство образования и науки России выделит 628 миллионов рублей на поиск информации в интернете, которая угрожает жизни и здоровью детей.
Напомню, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о незамедлительной блокировке сайтов, на которых содержится информация, побуждающая к опасным действиям детей. А месяцем ранее депутаты Государственной Думы России подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут выявлять в интернете противоправную информацию. Речь идет о пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. Уровень потребления в России вернулся на уровень докризисного 2014 года. По результатам социологического опроса выяснилось, что граждане стали больше тратить на ремонт, покупать новую мебель и ювелирные украшения. Кроме того, россияне не экономили на крупных покупках. Вдвое, с 10 до 21% увеличилось число тех, кто потратил много денег на отдых. Такой же рост зарегистрирован для трат на медицинские услуги. Число же тех, кто позволил себе новый автомобиль, сократилось с 4 до 3%. Исследователи предположили, что автомобилисты предпочли потратиться на ремонт уже имеющихся машин вместо покупки новых. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.